Как сообщил исполняющий обязанности министра юстиции Тувы Борис Очур, в Верховном суде Тувы рассматривали административный иск Тувинской горнорудной компании, который судом был частично удовлетворен. Правительство республики сразу выразило свое несогласие с данным решением и намерено оспаривать его в установленном законном порядке. Позицию тувинского правительства поддержала прокуратура республики, которая, детально изучив постановление правительства о снижении цены на уголь, не нашла каких-либо оснований для оспаривания данного документа. Напомним, в постановлении была установлена цена на каменный уголь, добываемый ТГРК, в размере 2220 рублей за тонну. Те цены, которые были установлены, это цена 2200 рублей с Тувинской горнорудной компании, и цены с учетом доставки, это в Кызыле 2507 рублей, то есть они утверждены, то есть они действуют, и мы их контролируем. То есть, соответственно, уголь продается по таким ценам для населения. Учитывая даже то, что издержки предпринимателей оказались выше, мы все-таки приняли решение, чтобы цену ее не двигать вправо. То есть мы компенсировали складские услуги, доставку для угольных складов в размере 500 рублей за тонну, чтобы цена осталась та, которая была утверждена. Соответственно, пока никаких, так скажем, предпосылок для того, чтобы цена изменилась, нет. И мы будем эту цену контролировать до конца года уж точно. Учитывая опыт этого года, в правительство Тувы планирует на следующий год организовать работу так, чтобы муниципальные угольные склады начали завоз угля на продажу заранее, в летнее время. Зима приходит неожиданно, да, и все потребители начинают уголь закупать в тот момент, когда становится холодно. Соответственно, мы понимаем, что и Тувинская горнорудная компания, то есть у нее вот этот фронт-офис не рассчитан на такое большое количество скопления людей. И плюс сыграл тот факт, что снижена была цена в самом начале сезона, и люди постарались запастись на весь год углем. Также планируется открыть еще одну площадку для продажи угля на территории Каахемского разреза, который будет обслуживать мелких поставщиков. Дополнительная точка реализации угля населению будет создана и в Кызыле. Эрес Мангуш, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.